Заратустра родился в окрестностях современного Уральска, а Иисус Христос был представителем одного из казахских родов. Это утверждает казахстанский математик Кайрат Закирьянов и подчеркивает, что никто из историков его выводы не опроверг. Самая древняя религия, которую на родине они культивировали под названием тенгрианство, в Персии с учетом менталитета аборигенов стала называться зороастризмом, рассуждает ученый Мэри Бойс, признанный научный авторитет в области религии из Великобритании, в своих работах пишет: восточнее Волги в казахстанских степях надо искать истоки зороастризма. Она утверждает, что Заратустра, или по-казахски Жаратуши, создатель, основатель этой религии, родился в окрестностях современного Уральска. Или взять христианство. Я всегда говорю, что Иисус Христос никогда не был евреем, и христианство придумали не евреи и не славянские племена. Когда наконец расшифровали знаменитую зеленчукскую надпись, обнаруженную в VII веке на территории современного Краснодарского края России, то ученые прочитали написанный тюркским руническим письмом текст Иисуса Христа, наместника Николая, призвав от дома Хопса, Дула, Бадбай, Адван, Суван, объединение один сам Адвант Бакатарбек. От отцовского юрта, отделившись в юрт аланов, степей, долин, стремится, повествуй в год быка. Из этого следует, что Иисус Христос принадлежал к одному из казахских родов, Дулат, Батпай, Альбан или Суан. Российский публицист Мурат Аджи писал, что свои юношеские годы Христос провел на Алтае, откуда в начале первого тысячелетия нашей эры началось великое переселение народов. Возможно, и современные казахские роды Дулат, Батпай, Альбан, Суан тоже пришли оттуда в прикаспийские и причерноморские степи, резюмирует он. Как сообщала EA Daily, не так давно другой казахский ученый, Багдад Бейсенов, заявил, что Адам и Ева говорили по-казахски. Он обосновал это тем, что Казахстан – родина яблок. Слово «яблоко», «алма» в казахском языке звучит так же, как «не бери», а слово «адам» по-казахски означает «человек».